я сейчас стою в здании агентства начального профобразования. Пришла разобраться с одним вопросом по поводу назначения. Когда я пришла на эту должность, мы написали положение об отборе директоров структурных подразделений. И когда я уходила с этой должности, был проведен конкурс. Согласно этого конкурса была сформирована комиссия. На каждую должность было где-то 5 кандидатов, которые претендовали на эти должности. Мы все проводили в режиме онлайн, заслушивали этих кандидатов, они рассказывали свои программы, мы их утвердили, и потом дальше эти кандидаты уходят на согласование в Министерство образования. Это уже была середина июля, и так как мною было принято решение, что я все-таки, завершив учебный год, покину этот пост, потому что я понимала, что, будучи внутри, я не смогла один вопрос с финансами продвинуть, а он был очень концептуальный, он уже был такой решенный. 2 года назад постановлением правительства этот вопрос был решен, но даже при наличии нормативно-правового акта, при наличии кодексов, если я не смогла сдвинуть этот вопрос с мертвой точки, то, естественно, говорить о том, что какие-то глобальные вопросы я бы вообще решить не смогла бы. 6-7 месяцев я закидывала письмами в Министерство финансов, чтобы они систему начального профтехобразования перевели на нормативный метод финансирования, это по одной статье. Но я не смогла этого добиться. И тогда, когда они уже сказали, что даже деньги, заработанные системой, они будут изымать в пользу республиканского бюджета, я поняла, что сидеть здесь и делать вид, что я буду там делать какие-то реформы, я не могу. Я лучше буду вот так вот говорить, рассказывать людям, какие есть недоработки в системе, и тем самым толкать людей на изменения, чем я буду тихо, молча быть там чиновником, да, который будет каждый день выпрашивать у Минфина: откройте, пожалуйста, нам питание, откройте нам, пожалуйста, стипендию, зарплату. То есть все, что полагается даже по закону, Минфин не открывает как положено. Они ждут, чтобы мы там пришли с поклоном, чтобы мы там чуть ли не заплакали. А я, естественно, не плакала, я больше действовала ультиматумами. Я говорила: если сегодня последний день, если вы сегодня не открываете нам питание сиротам, у нас были реабилитационные группы, то завтра я к Минфину обращусь через соцсети. И тогда они понимали, что так работать нельзя, и финансирование начиналось. Но разговор ультиматумами, он тоже не очень хороший. Почему я должна угрожать там, и кого-то там зазывать к совести, когда государством предусмотрены эти деньги, они должны быть профинансированы. Реабилитационные группы, они стоят на первом месте, и их финансирование вообще не должно задерживаться. Наши же финансируют с задержанием, по-моему, в 2 месяца 1 раз. Одним словом, вот этот вот конкурс, который был в преддверии моего, он потом был передан в Министерство образования. В Министерстве образования все документы были подписаны, согласованы. Но так как распоряжение о том, что я ушла, уже вышло, теперь вот этот последний приказ о назначении вот этих отобранных людей должен был подписывать исполняющий обязанностями директор, который пришел на место меня. Но вместо меня он еще не пришел, он был моим замом, но сейчас он исполняет обязанности директора. И к великому моему удивлению, этот молодой человек, сейчас мы будем знакомиться с ним, этот молодой человек не собирается подписывать этот приказ. Каждый день какие-то там присылает непонятные обоснования, почему он не хочет подписывать. А вчера он уже написал: я не сработаюсь с этим человеком. А я ему говорю: а тебе и не надо срабатываться. Когда его назначали, меня никто не спрашивал: Карасартова, ты сработаешься с этим молодым человеком? Политика такова, что кто-то назначает, и ты берешь и работаешь. И так получается, что 80% назначений это по
знакомству, по кумовству, по региональному какому-то признаку и, наконец, по финансовым каким-то, я не знаю, вознаграждениям. И тогда, когда мы говорим о том, что будет конкурс, и мне по барабану, если честно, вот та должность, которая сегодня не назначается, там было 5 кандидатов, и на самом деле очень-очень хорошо выступил один кандидат Сысыкуля. И все сказали, такой сильный кандидат, но ему было 60 лет. И комиссия сказала, ну вот ему сейчас 60 лет, ну возраст такой, ну давайте дадим возможность чуть-чуть молодым поработать. Я сказала, что комиссия решит, то и будет. Я не собираюсь, говорю, этот Исыкульский Байкешка очень классный, очень крутой, но я не хочу, чтобы вы сказали, что я там держусь за регионализм и хочу протащить туда своего земляка. Я сказала, нет, если вы считаете, что должен сюда прийти молодой, энергичный, нет проблем. И комиссия в составе 3 человек сказала, давайте вот этого молодого парня. Этот парень оказался таласским, я до этого не изучала, мне вообще не имеет разницы, кто из какого региона, потому что весь Кыргызстан это наши соотечественники, это наши земляки. И самые лучшие, у кого есть самое лучшее видение, должны проходить на пост директорства. И этот парень на самом деле прошел. И, к великому сожалению, его приказ до сегодняшнего дня, уже вот прошло почти 2 недели, под любыми предлогами не подписывается. Я вчера исполняющими обязанности директора Национального агентства по делам видите, уже местное самоуправление говорю, агентства начального профобразования, я ему сказала, говорю, я завтра приду в 9. Вы должны либо подписать, либо, говорю, написать отказ. Напишите, я не хочу подписывать, потому что то-то, то-то. То есть он должен сегодня обосновать, почему он не хочет подписывать этот приказ. И тогда мы будем его отказ обжаловать в судебном порядке. То есть у каждого человека есть право защищать свои права. И чем больше у нас будет грамотных людей, которые будут готовы отстаивать свои права, не соглашаться на кумовство, землячество, какие-то денежные интересы, тем в более продвинутом государстве мы будем жить. Потому что будут приходить лучшие, они будут защищать свои права. И этот парень, который выиграл тот конкурс, он готов пойти и защищать свои права. Я сказала, я тебя буду поддерживать, потому что это даже не мой выбор. Я тебя, говорю, знать не знала, что ты вообще даже существуешь. Но комиссия тебя отобрала, и я уважаю мнение комиссии, потому что мы сами писали такое положение, что был комиссионный, открытый онлайн-отбор. И вот я сегодня пришла, жду пока на улице, директор не подъезжает. Прошло уже какое-то время, но мы сейчас пройдем вовнутрь, и я познакомлю вас с директором и расскажу немножко подноготную, почему этот молодой человек не хочет подписывать наш приказ. Я сейчас пока прерываюсь, через 2 минуты, или вообще-то давайте, я сейчас вот так поверну камеру, чтобы было видно, куда мы идем. Вот так вот, это вот агентство начального профобразования. Здание, в котором мы находились. Теперь ушул имаратта баштапкы кесиптик билим берүү жайгашкан. Бул 1-чи этаж. Азыр мына 2-чи этажга чыгып туруп биздин кабинетти көрсөттүм. Мына силерге бир сыра көрсөтөйүн. Элдер ойлойт тиги мамлекеттик кызматка келсе эле аябай кычыраган жерде иштейт экен деп. Мына мындай тепкичтер менен күндө көтөрүлүп жүрчүк. Мынакей башталгыч кесиптик билим берүү тарым финансылык бөлүм, биздин касса, андан ары тетиги сулуу кыз чыгып келаткан комната биздин приемный. Бул жерде директор менен орун басар жайгашкан. Саламатсыңарбы, кандайсыңар? Мына көрүнөр кабылдама деп. Ушул чоң светлый комната. Тиги жерде менин комнатам болчу. Менин фамилиям жазылып турган. Бул жерде мынакей менин азыркы орун басарым. Аябай чуркап жүрөт, директор болом деп. Бирок баалуулуктары жана иштөө ыкмалары демократиялык, ачык айкындуулукка туура келбей атканы өкүнүчтүү болуп жатат. Бул жигит өзү ошо биздин системадан эле чыккан жигит.
өзү 47-чи кесиптик лицейдин директору болчу. Потом он подал документы на замдиректорства, прошел конкурс. Когда его проводили через конкурс, никто у меня не спрашивал: Карасартова, ты с ним сработаешься или нет? Система такова, что, предположим, меня назначает премьер-министр, моих замов назначает Министерство образования. То есть система построена таким образом, чтобы никто ни под кем, ну, какие-то вот такие пирамиды не создавал. А уже директоров лицеев и структурных подразделений назначать должна была я, как директор агентства. Но как директор агентства. Но так как я сделала конкурс, то сегодня, вот вчера он мне написал смс-ку, что с отобранным и уже согласованным с Министерством образования, потому что после того, как прошел конкурс, эти кандидатуры идут в Министерство образования, и там согласуются. И даже тогда, когда это все уже согласовано с Министерством образования,